Доброе утро, Якутия! Доброе утро, наши дорогие телезрители! Мы встречаем новый день вместе с нами. На календаре сегодня 15 августа, это ровно середина месяца, а также это 227-й день года. Получается, что до конца года остается ровно 138 дней. Этот день на календаре в истории человечества также считается полным на различные события. Ну а мы для вас сегодня приготовили не менее интересный выпуск, чем в предыдущие дни. И давайте узнаем, что мы сегодня для вас подготовили. Во-первых, в учебных заведениях региона началась профориентационная неделя для абитуриентов. Будущих студентов будут готовить к студенческой жизни. Узнаем, как это проходит и чему их обучают. Об этом нам расскажут наши гости в первом блоке нашего эфира. Далее мы узнаем мировые новости, а их также дополним новостями из стран СНГ. Традиционно покажем наши рубрики «Книжная полка», «Говорим правильно» и завершим наш выпуск участием гостя, который будет рассказывать о работе судебных приставов. Так что оставайтесь вместе с нами. Все так же не забываем подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». На этой неделе мы будем проводить ряд розыгрышей, участниками которого могут быть только наши подписчики. Поэтому прямо сейчас можете подписаться на наш телеграм-канал. Ну а в самом начале выпуска по традиции давайте узнаем, какая погода за окном. В центральных районах республики по состоянию на 6 часов утра температура воздуха была плюс 15, плюс 17 градусов. В заречной группе Улусов 14-15, в южных 13-14, в Вилюйской группе районов от плюс 13 до плюс 16, в Нижнеленских 11-14 градусов выше нуля. В западных районах плюс 13, плюс 16, в Колымо-Индигирской группе Улусов от плюс 7 до плюс 16 градусов. В Янских 9-10 градусов выше нуля, на северо-западе республики от плюс 7 до плюс 10 градусов. В городе Якутска температура воздуха на 6 часов утра составляла плюс 16 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Сегодня днем небольшой дождь, дым, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура плюс 17, плюс 19 градусов. Как пишет Lancet Planetary Health, загрязнение воздуха привело к росту устойчивости к антибиотикам. Так, ученые из Китая и Великобритании заметили подобные тенденции во всем мире. Специалисты провели исследования и проверили данные в более чем 100 странах за последние 20 лет. Они заметили закономерность, что чем сильнее загрязнен воздух, тем неэффективнее работают антибиотики с жителями данного региона. Также со временем, если качество воздуха становилось хуже, то и препараты теряли свою пользу. Устойчивость к антибиотикам считается одной из опасных и быстро растущих угроз здравоохранения. Ранее эксперты причисляли к факторам ее развития злоупотребление и неправильное использование препаратов во время лечения инфекций. Сейчас выдвинуто предположение, что проблема усугубляется повышением уровня загрязнения воздуха. А ученые из Соединенных Штатов назвали запахи, которые помогают улучшать память во сне. Эксперимент показал хорошие результаты среди людей от 60 до 85 лет. Добровольцы в течение полугода засыпали с определенными ароматами в комнате, а после выполняли тесты на память. Оказалось, что участники, вдыхавшие лаванду, эвкалипт и розмарин, справлялись с заданиями на 226% лучше по сравнению с другими. Сканирование МРТ также показало, что у данной группы лучше функционировал крючковидный пучок, мозговой путь, который ухудшается с возрастом и связан с памятью. Профессор Калифорнийского университета и соавтор исследования Майкл Яса сообщил, что одним из признаков деменции является потеря обоняния. Новые данные подтверждают связь памяти и ароматов, что потенциально можно применить в качестве защиты от болезней. Ну а сегодня в мире отмечают День лучших друзей, День расслабления и праздник сладких огурцов. А какие еще праздники отмечаются на календаре сегодня, давайте узнаем далее.
На календаре 15 августа. Сегодня День археолога. Праздник, как и многие другие профессиональные праздники, имеет свои традиции. Одна из них связана с посвящением в археологи новичков, пройдя которые они считаются принятыми в ряды профессиональной братьи. Сегодня также День Республики Тыва. По народному календарю 15 августа Степан Сеновал. Степанов день и несколько последующих дней считались указателями сентября. Каковы они, таков будет и первый месяц осени. Этот день в истории. В 1723 году в этот день состоялось торжественное открытие летней резиденции русских императоров Петергофа. В настоящее время Петергоф включает в себя несколько дворцово-парковых ансамблей, формировавшихся на протяжении 2 веков. Петергоф вместе с рядом других памятников Санкт-Петербурга образует единый комплексный объект всемирного наследия ЮНЕСКо. В 1877 году изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «hello». 15 августа, обсуждая в переписке с президентом Питтсбургской телеграфной компании перспективы использования телефона, он предложил обращение «hello», то есть «привет». В России оно быстро трансформировалось в «алло». В 1914 году в этот день через Панамский канал прошло первое судно. Это стал корабль «Кристобаль». Но официальное открытие состоялось лишь 12 июня 1920 года, после чего канал фактически вступил в строй. В 1950 году, 15 августа, в Москве состоялся перенос памятника Пушкину с Тверского бульвара на Страстную площадь. Памятник перенесли с Тверского бульвара на реконструированную Страстную площадь, переименованную по этому случаю в Пушкинскую. При этом его развернули на 180 градусов и водрузили на мощный бетонный фундамент, значительно увеличивший высоту монумента. В этот день родились Наполеон Бонапарт, французский полководец, государственный деятель, император Франции. Вальтер Скотт, английский поэт, прозаик и историк. Александр Алябьев, русский композитор, пианист и дирижер. В этот день также увидел свет Микаэл Таравердиев, советский российский композитор, народный артист РСФСР. И Георгий Горонян, советский и российский джазовый музыкант. Именины сегодня у Василия, Ивана, Кирилла, Платона, Романа, Степана, Тараса и Федора. На территории региона в учреждениях высшего и среднего образования начались профориентационные мероприятия для абитуриентов. Мероприятие проводит Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия. Одна из целей профориентационной недели – проинформировать школьников о многообразии профессий. Так, каждый четверг до 17 августа колледжи и техникумы республики будут проводить различные мероприятия. Какие именно мероприятия, мы узнаем у нашего гостя. Это Анна-Мария Слепцова, руководитель дирекции карьеры и аналитики Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро, Руслан. Да, расскажите, что это за проект и с какого года вы реализуете эту программу? Данная программа называется «Календарь абитуриента». Стартовал он вообще в этом году на самом деле. Планируем проводить ежегодно. Сам проект предполагает вообще 5 направлений, потому что сфер трудоустройства очень много. Это образование, креатив и IT, медицина, сельское хозяйство, транспорт и судостроение и промышленность и строительство. Соответственно, предполагается профориентационная работа, а именно это мастер-классы, которые проводятся непосредственно самими техниками и колледжами. А с какой целью проводится вообще профориентационная работа? Основная с целью повышения, конечно, это ознакомление с многообразием профессий наших, которые очень часто сейчас в нашем современном мире меняются. И бесценный, конечно, обмен опытом. А насколько в целом доступна программа ознакомления? И бывают ли такие случаи, когда студенты отказываются проходить обучение? Нет, соответственно, мероприятие само по себе очень интересное. Могут посетить наши мероприятия абсолютно любая возрастная категория. То есть приходят абитуриенты, выпускники, школьники даже, очень популярно среди подростков. Они приходят, знакомятся, это вообще очень феерично и интересно для них. А сколько студентов нетрудоустроены, если вы такую статистику делаете, и с чем это может быть связано? Статистику, конечно, мы это отслеживаем, цифры эти очень важны, чтобы отслеживать динамику вообще профориентационных мероприятий и вообще в целом динамику образования. В конце учебного года, прошлого, у нас было 6500 выпускников.
На данный момент у нас трудоустроено 97%, Мгм. то есть нетрудоустроенных всего 3%, это 200, около 200 человек, насколько я помню, да. Мгм. Причины бывают абсолютно самые разные, ну, то есть это может быть по состоянию здоровья, кого-то, конечно, и в армии могут призвать, да. Мгм. У кого кто-то в декрет ушел, ну, то есть причин, конечно, множество, жизнь она такая. Да. А какие вакансии сегодня востребованы? Ну, все перечислять, конечно, это будет неимоверно скучно, да. Может быть, основные? Соответственно, могу по направлениям сориентировать. Очень востребовано сейчас в направлении строительства, следом идет прикладное горное дело, нефтедобыча, золотодобыча, да, это у нас промышленность развивается очень сильно. Следом идет образование, медицина. Это у нас такие 4 ведущих направления, где вот востребованы у нас кадры рабочие. Мгм. А в целом данные курсы, они платные или бесплатные? И как можно записаться? К нам в команду, точнее, к нам в центр может обратиться абсолютно любой возрастной категории гражданин. Есть у нас и бесплатные работы, да, которые у нас государство в рамках государственной поддержки, да, оказания помощи людям мы проводим. Есть платные индивидуальные консультации, то есть наша команда очень ответственно к данным мероприятиям относится, ведь это важный выбор для каждого человека. Соответственно, мы в первую очередь постараемся познакомиться с людьми, узнать их увлечения, интересы, проводим беседы, консультации, если возможно, конечно, тесты, без них никуда. И уже после составляем индивидуальный образовательный маршрут. Мгм. То есть я правильно понимаю, что это не только для студентов, абитуриентов, но также вообще в целом для любого возраста? Ну, конечно, найти свое дело по душе ведь никогда не поздно. А вкратце, вот какие мероприятия проводятся для абитуриентов? В целом, ну вот у нас пару недель назад проходило мероприятие большое, называется «Ночь профориентации». Было очень много приглашенных образовательных учреждений, более 10. Более 20 мастер-классов было организовано, да, соответственно, было много направлений. Это у нас медицина, сельское хозяйство, креатив IT было, да, у нас. Соответственно, конечно, пользуется спросом больше IT в нашем 21 веке. Приходили у нас абитуриенты, выпускники, было очень много школьников, дети были в восторге, им всем было очень интересно. Конечно, они в некоторых профессиях даже и не знали. Соответственно, это повышает как бы уровень информированности людей о предстоящих вакансиях, выборе вообще профессии и сфере образования. Ну, Анна-Мария, спасибо вам большое, что вы сегодня посетили наш эфир. Ну, желаем вам успехов в вашей трудовой деятельности, ну, а ребятам определиться с профессией. Ну, а сейчас мы передаем слово нашим новостным коллегам. Доброе утро, Якутия. Главные новости к этому часу. Руководитель якутской базы авиационной охраны лесов и авиалесохрана Владимир Леонов после заседания КЧС по пожарам отметил, что наиболее сложная ситуация сейчас в республике складывается в Усть-Майском, Алёкминском и Алданском районах. Также принято решение о дополнительном выделении сил и средств для тушения лесных пожаров в Верхнеколымском районе. Туда планируют направить 20 человек из авиапожарной службы, в том числе 10 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы и 10 лесной пожарной службы Якут-Лесресурса. К тушению лесных пожаров в Алёкминском районе дополнительно будут привлечены 25 сотрудников Федеральной службы авиалесохраны. В Якутии продолжается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. На сегодняшний день 91 родитель военнослужащих получили помощь на санитарно-курортное лечение. 39 семьям оказана материальная помощь на газификацию жилого дома. 140 членов семей получили материальную помощь для выезда к месту лечения военнослужащего. А также 261 участник СВО и 456 членов их семей прошли реабилитацию. В Центре занятости населения за помощью в трудоустройстве обратились 53 участника СВО и 128 членов семей. Кроме этого, вышел новый указ главы республики, где внесены изменения в действующие постановления. Меры социальной поддержки, которые сегодня предоставляются участникам специальной военной операции и членам их семей, также распространены на членов семей мобилизованных из других регионов и которые проживают в Республике Саха-Якутия. Например, мобилизованный был призван военным комиссариатом Новосибирской области. Родители проживают в Республике Саха-Якутия. И в соответствии с новым указом главы республики на них будут распространяться все меры социальной поддержки, которые действуют у нас в республике.
В горном районе хорошими темпами идет строительство. Реализуется самая масштабная в стране программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По жилищному строительству Горный входит в число лидеров республики. В этом году 176 семей льготных категорий обеспечены жильем. Введен новый квартал, где построено 7 трехэтажных домов. До конца года планируется ввод 43-квартирного дома. В районном центре начинается снос аварийных домов. Планируется снос 33 многоквартирных домов из центральных улиц села Бердигистях. По центральным улицам, это улица Строда, Ленина, у нас намечается снос 12-квартирных жилых домов. Как видите, работа уже начинается. Работу по итогам аукциона выиграл с города Якутска Ипылевина Лариса Петровна. Техника все привезена. И мы надеемся, что индивидуальный предприниматель работу закончит в срок. Завершить строительство пристроя школы номер 29 планируют к сентябрю будущего года. Дополнительный корпус возводится в рамках плана по строительству социальных объектов. Объект строится за федеральные и республиканские бюджеты в размере 122 миллионов рублей. Помимо этого, в основном здании делают капитальный ремонт. Срок завершения 10 и 15 августа. На данный момент отремонтированы 3 этажа. По проекту в новом здании, помимо учебных классов, лаборантских и мастерских, будет медиацентр, школьный театр, спортзал и центр детских инициатив, на которые приобрели оборудование, компьютерную технику, спортивные инвентари и мебель. Также меры поддержки оказывают сами застройщики для полноценного завершения качественного ремонта. Начиная от фундамента до кровли была проведена огромная работа. На сумму 14 миллионов мы приобрели новое оборудование, компьютерную технику для учебных кабинетов, новая мебель для детей, для учителей. Обновили мебель в школьной библиотеке, закупили спортивные снаряды, также оборудование для кабинетов ОБЖ, НВП и для театрального зала. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. В эфире телеканал Якутия-24 НВК Саха, программа «Утро Якутии». Ну и перейдем тоже к небольшим новостям. На одном из островов реки Лены в Якутии обнаружили змею. По соцсетям распространилось видео со змеей, которое засняла жительница Якутии. По словам женщины, присмыкающейся, они обнаружили 13 августа на одном из островов на Лене между Хатасами и Табагой. Судя по детским голосам за кадром, женщина с детьми выехала на отдых на песчаный берег, и там они неожиданно обнаружили ползучее создание. Судя по ее размерам, она далеко не мелкая. Действительно интересное очень событие, да. Я вот как раз недавно думал, хорошо, что у нас нет ни крокодилов, никаких тарантулов и так далее. А тут вот что-то похоже на щитомордника, вполне себе. Ну, а теперь информация. Переходим к новостям из мира, из ближнего зарубежья. Так, 75-я церемония премии Эмми пройдет в 2024 году из-за забастовки сценаристов и актеров. Статуэтки должны были вручить 18 сентября 2023 года. Об этом стало известно из пресс-релиза на официальном сайте премии. Последний раз подобное происходило только в 2001 году, после теракта 11 сентября. Сейчас объявлено, что церемонию проведут 15 января 2024 года. Обычно победителей премии Эмми называли осенью, так как конкурс затрагивал телешоу с июня предыдущего года по май текущего. К примеру, «Золотой глобус» вручат зимой кинолентам, вышедшим с 1 января по 31 декабря 2023 года. Забастовка сценаристов продолжается 101 день, что бьет рекорд предыдущей стачки в 2007 году. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир и также напоминаем, что вы можете подписаться на наш телеграм-канал, где также можете увидеть некоторые сюжеты из наших выпусков, ну и узнать последние интересные новости. И в целом мы постоянно там проводим различные розыгрыши, и призы у нас получают только подписчики телеграм-канала. Уже в четверг будет один из розыгрышей. Ну, а сейчас мы прервемся на небольшую паузу.
А теперь информация для фанатов Гарри Поттера. Канадские инженеры-блогеры сконструировали летающую метлу из паттерианы. Только воспользоваться ей можно лишь в воде. Авторы канала Hacksmith Industries соединили доску для серфинга с подводным крылом, фойлборд, мотор и похожую на метлу для квиддича палку. Необычное устройство позволяет кататься по воде, сидя на метле. Для видеоролика тестировщика фойлборда одели в костюм ученика Гриффиндора. Посмотреть на это можно также на нашем телеграм-канале. Это не первая необычная разработка инженеров. Блогеры уже повторили пуленепробиваемый костюм из Джона Уика и световой меч Люка Скайуокера. Ну а также недавно в городе Якутске прошел Geek-Fest, где было более 1000 человек в костюмах, и было очень интересное и красочное событие. Ну а в узбекском городе Хива на минувшей неделе прошел фестиваль дыни. Более подробно о мероприятии давайте посмотрим в следующем материале. Столько количества дынь участники фестиваля не видели никогда, а воздух наполнился вкусным медовым запахом. Так, на кадрах, снятых в субботу, десятки сортов дынь выставлены на прилавках гастрономического фестиваля. Для того, чтобы увеличить поток местных и иностранных туристов и улучшить сферу туризма, в течение 2 дней в городе Хива проходит республиканский фестиваль дыни. В более 60 павильонах представлены свыше 30 сортов дыни. Также здесь представлено национальное ремесло, гастрономический туризм и развлекательная программа. Напомним, и Узбекистан издавна славится лучшими в мире дынями. Они различаются по скороспелости, размерам, форме и окраске плодов, оттенками аромата от ананасового до ванильного. Климат Узбекистана с его долгим жарким летом как нельзя лучше подходит для такого теплолюбивого растения, как дыня. Хорошо развитая корневая система этой бахчевой культуры отлично приспособлена для возделывания на поливных землях. Даже на засоленных почвах Хорезма и Бухары дыня дает крупные сладкие плоды. Сегодня в Хорезмской области начался фестиваль дыни. Много гостей из разных стран приехали в приподнятом настроении и позитивом. Наш район представляет здесь больше 18 сортов дыни, различные овощи и фрукты. Мы представляем здесь нашу национальность, традиции нашим дружественным народам. На праздник приехало много гостей, в том числе из других стран. От увиденного приезжие туристы были приятно удивлены. Дынь Дынь в Узбекистане действительно фантастический. Этот продукт для меня знаком и привычен, так как я приехал сюда из Италии. В Италии очень развитая и отличная агрокультура, но и в Узбекистане также. Помимо дынь на экспозиции фермеры представили другие фрукты и овощи. Гастрономический фестиваль здесь прошел в эти выходные. На ипподроме в Чолпон-Ате в Киргизии стартовал первый Кубок мира среди клубных команд по кокбору. Первый день Кубка прошел уже в эти выходные. Так, на кадрах, снятых в воскресенье, участники пытаются забросить чучело в виде туши козла в специальный чан. Кокбору – это древняя конная игра, популярная среди народов Азии, которая напоминает футбол, только вместо мяча используется туша козла или ее муляж. Это у нас первая игра. Приехали, впечатления замечательные, готовимся к игре. Завтра у нас первая игра. В общем плане заявилось из России 5 команд. У нас уже первый опыт, у ребят есть опыт, но будет видно уже. Цель игры заключается в том, чтобы овладеть тушей и удержать ее, а потом забросить в ворота противника. Мой конь играет в защите, имя Туза. Так как у нас нет в игре тай-казана, а аналога ворот команды, мы приехали на 20 дней раньше и научили здесь лошадей приближаться к казану. Все остальное покажет поле. В церемонии открытия первого Кубка мира среди клубных команд принял участие президент Киргизии Садыр Жапаров. Для участия в турнире приехали клубы из России, США, Турции, Венгрии, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Соревнования проходят с 13 по 20 августа.
У садоводов Якутии продолжается горячая пора сбора урожаев, а истинные хозяйки продолжают радовать своих изысканными блюдами из местных овощей и фруктов. Сейчас в рубрике «Говорим правильно» мы узнаем, как же обращаться к продавцам при покупке овощей и фруктов, ведь порой мы с вами неправильно произносим числительные. Доброе утро, дорогие телезрители! В русском языке есть два хитрых числительных. Это слово «полтора» и «полтораста». Слово «полтора» обозначает дробное количественное числительное со значением 1,5. А слово «полтораста» обозначает что-то в количестве 150. Надо учитывать, что при склонении этих числительных есть особенности. Слово «полтора» и «полутораста» имеют только две формы. В именительном и винительном падеже надо говорить «полтора», а в косвенных падежах, то есть во всех, кроме именительного и винительного, нужно говорить «полутора». Например, мне нужно 1,5 килограмма кабачков, но нет чего 1,5 килограммов кабачков. Или, например, мы прошли 150 километров, но находится это где? В 150 километрах. Давайте говорить правильно. Всего доброго! До конца лета осталось ровно 2 недели, и сейчас самое то время, чтобы успеть прочитать недочитанные книжки. Ну а в рубрике «Книжная полка» мы вам рекомендуем книги и другие интересные печатные издания, которые помогут вам не только обогатить свой словарный запас, но и с пользой провести свое время. Доброе утро! Меня зовут Аля Захарова. На 1, 3-й этаж. Когда нарушаются права или законные интересы граждан, они обращаются в судебные органы, чтобы суд осуществил правосудие и своим решением поставил окончательную точку в каком-либо споре. Контроль над исполнением решения суда возложен на Федеральную службу судебных приставов. И именно судебные приставы-исполнители работают с должниками и взыскателями. Но сегодня мы поговорим с теми, кто ответственен за безопасность и соблюдение порядка в судах. У нас в гостях Петр Николаевич Друзьянов, заместитель начальника отделения организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Саха-Якутия, капитан внутренней службы. Петр Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, пожалуйста, о деятельности вашего отделения. Какие задачи стоят перед вами и с какими результатами вы провели полугодие? Ну, ежедневно на территории республики берется под охрану 91 здание судов, именно судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В этой части наше отделение курирует структурные подразделения республики. Основные наши задачи нашего отделения – это недопущение чрезвычайных происшествий, обеспечение безопасности судей, участников судебного процесса и обеспечение безопасности должностных лиц ФССП. Например, в ходе рейдовых мероприятий обеспечивается безопасность судебных приставов, исполнителей. Какие вообще в целом угрозы существуют во время судебных заседаний?
Ну, как мы знаем, в суд идут люди за восстановлением нарушенных прав, да? И это обязывает нас быть очень бдительными, именно судебных приставов, когда проводятся досмотровые мероприятия. Вы, наверное, знаете, когда приходит в аэропорт гражданин, он проходит через металлоискатели, да, и такая же процедура бывает, когда вы посещаете суд. Тоже гражданин, который прибывает, проходит через стационарный металлообнаружитель, проводятся дополнительные мероприятия ручным металлодетектором. И в судах эта мера обязательна для обеспечения безопасности. И просто надо с этим пониманием отнестись. И, например, за неисполнение требований судебного пристава исполнителя, за нарушение регламента судебного заседания, судебные приставы могут ставить административный протокол по статье 17.3 Кодекса административных правонарушений. Например, за полгода было составлено 223 административных протокола. Кроме того, наша служба привлекает должностных лиц отделения почтовой связи за несвоевременную доставку почтовых извещений, судебных извещений по статье 13.26 Кодекса административных правонарушений. Также по статье 17.8 Кодекса административных правонарушений наши должностные лица имеют право ставить административный протокол за неисполнение требований должностного лица. Ну, например, это неявка к судебному приставу-исполнителю, когда в ходе рейдовых мероприятий должники не открывают дверь, тем самым не исполняют законные требования. В этой части хотелось бы отметить, что служба у нас работает очень хорошо, выявляется административный протокол, все это пресекается. Ну вот, что касается судебных заседаний, вот, помимо запрещенных предметов, да, какие еще нарушения бывают со стороны граждан? Со стороны граждан, самое распространенное — это нарушается регламент судебных заседаний. В коридорах, да, нарушает установленный порядок судов. Тут хотелось бы еще добавить, что за судебным приставом выявлено порядка 1300 предметов, которые запрещены были для суда. То есть граждане знают изначально, что нельзя проносить запрещенные предметы, и все равно проносят, пытаются принести? Да, например, колющие, режущие, да, воспламеняющиеся жидкости проносят. Из колющих, режущих, это, допустим, якутские ножи, да, кто-то забывает их сдать в этой части. Действительно, на судебных приставов ложится большая ответственность. Скажите, про какое обучение проходит судебный пристав? Каждый судебный пристав проходит специальную подготовку, да, самостоятельно занимается физической подготовкой. Регулярно у нас проводятся тренировки по действиям, да, алгоритм изучается. Например, недавно мы проводили тренировку попытка побега из-под стражи совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел. Такие тренировки у нас проводятся на регулярной основе. Каждый сотрудник должен иметь специальную подготовку, да, как я повторюсь. Физическая подготовка у него должна быть хорошая, да, чтобы вовремя пресечь преступление, так как это большая ответственность ложится на плечи судебного пристава. В этой части у нас проводятся мероприятия не для галочки, да, а каждый сотрудник добросовестно отрабатывает весь объем, от которого требуется от него. Насколько мы знаем, также служба судебных приставов, помимо всего прочего, осуществляет также и розыск. Много ли граждан сейчас скрываются от правосудия? В нашей службе есть отделение исполнительского розыска и реализации имущества должников. Оно занимается розыском именно скрывшихся по исполнительному производству. Наше отделение занимается розыском от лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. За полгода нами выявлено и задержано 24 гражданина, которые скрывались. Например, в этом году прибыл гражданин в Якутский городской суд, да, и оказалось, что он находился в розыске за совершение умышленного вреда здоровью. Он был задержан и передан сотрудникам МВД. Скажите, насколько сложно поступить на службу судебных приставов? Не сказать, что сложно, да, требования такие же, как во всех силовых структурах. Это отсутствие судимости,
И для того, чтобы устроиться, проходит кандидат профессиональный отбор, психологическое тестирование. У нас требуются сотрудники из крупных городов, это Алдан и северные районы. Допустим, северных районов у нас есть 1 год за 2, да, стаж так считается. Это у нас льготный выход на пенсию, денежное довольствие у нас соответствующее высокое, проезд в отпуск ежегодный на сотрудника и одного члена семьи, и плюс санаторно-курортное лечение в Краснодарском крае и в Подмосковье, в ведомственных санаториях проходит. И работа у нас очень интересная, да, сложная. И хотелось бы, чтобы люди к нам шли и пополняли наши ряды, так скажем. Петр Николаевич, большое вам спасибо за то, что вы посетили наш утренний эфир, и желаем успехов в работе. Спасибо. Спасибо. Ну а сейчас, дорогие друзья, далее у нас новости. Оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия. Новости к этому часу. В связи с задымлением Якутска, а также центральных заречных и Вилюйских районов республики медучреждения должны перейти на усиленный режим работы, заявил глава Якутии Сен Николаев. Большая часть пожаров в республике по-прежнему сосредоточена в Усть-Майском, Алекминском и Алданском районах, где в тушении возгораний задействованы 1244 человека из более 1500 состава лесопожарных формирований. Напомню, в Якутске в 1,5-2 раза превышена норма вредных веществ в воздухе из-за задымленности. Дым от лесных пожаров в Усть-Майском районе, Хабаровском крае и Амурской области сохранится в столице республики и центральных районах до среды. Якутский государственный комитет экологического надзора начал выдачу разрешений на охоту осенне-весеннего периода. Осенний сезон охоты на пернатую дичь начнется 19 августа и продлится до 31 декабря. При осуществлении охоты при себе нужно иметь охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия и разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Напоминаем, что все разрешения на добычу пернатой дичи и пушных животных должны быть возвращены после окончания срока охоты. На возврат разрешения дается 20 дней. Разрешения обязаны возвратить именно в месте, где они получали. За несдачу в срок разрешений на добычу охотничьих ресурсов на охотника накладывается административная ответственность. Штраф может начинаться с 500 рублей. Турпоток по России за первые 7 месяцев 2023 года вырос на 9% в годовом сопоставлении. Средняя продолжительность поездки составляет 3 дня. При этом интерес к путешествиям по стране в январе и июле этого года активно рос. Так, на 29% чаще стали путешествовать жители Калининградской области, на 27% Сахалинской, на 21% вырос турпоток по стране из Якутии, на 20% из Камчатского края и Республики Алтай. Среди популярных направлений у якутян аналитики выделили Москву, Амурскую и Новосибирскую области. В историческом зале Национальной библиотеки Якутии представлена выставка, посвященная столетию композитора Николая Ивановича Бажова. Композитор Николай Бажов прожил в Якутии недолго, но успел оставить яркий след в молодой якутской профессиональной музыке, написав многие народные музыкальные произведения в нотах. Николай Бажов был полон творческих замыслов и планов, мечтал написать якутский балет, однако его жизнь прервалась неожиданно, он погиб в автокатастрофе. На выставке представлены рукописные ноты из архивного фонда научно-исследовательского центра книжных памятников Национальной библиотеки. Он приехал сюда из Казани и посвятил свое творчество именно созданию якутской тематики. Он один из первых, который создал на основе сказок, на основе народных пений, на основе каких-то мотивов якутских именно большие крупные музыкальные произведения, как Чурумчуку, как песни, которые знал весь якутский народ, но не смог исполнить на большой сцене. Именно вклад Николая Бажова заключается в этом, в том, что он был один из первых, кто подарил большому миру именно уникальные якутские мотивы, уникальные якутские песни. На этом пока все. Оставайтесь с нами и хорошего дня.
Узнать основы актерского мастерства, спеть с Надеждой Бабкиной и Димой Биланом или пообщаться с федеральным министром. Все это было возможно на втором детском культурном форуме, который завершился в городе Москва. Мероприятие объединило тысячи талантливых ребят из разных регионов России и зарубежных стран. На форум приехали и якутские школьники. Чем еще запомнился этот грандиозный праздник, узнавал Максим Кардозу. Хочешь – пой, танцуй, рисуй, твори. Кажется, что на втором международном детском культурном форуме совершенно нет ничего невозможного. В течение 3 дней дети могли посещать мастер-классы, лекции, встречи со знаменитостями по 7 творческим направлениям. Среди них кино, анимация, вокал, изобразительное искусство. У меня очень такие хорошие впечатления. Я бы поставила 10 из 10 по 10-бальной шкале. Здесь много всего интересного, мероприятия. Такие знаменитые люди хорошо объясняют материал. Очень интересно их слушать. У меня же много интересов. Я люблю сочинять рассказы, например, писать музыку тоже. Иногда люблю ораторские мастер-классы. Поэтому, да, я посещаю именно такого плана. Я приехала сюда посетить разные мастер-классы и научиться чему-то новому. Вчера я была на мастер-классе Егора Дружинина по джазовому танцу. Я не танцевала раньше джазовые танцы. Это очень, для меня необычный вид танца. Мне очень понравилось. Там было очень интересно все смотреть, как они танцуют, как у них движения называются. Всего на форум приехали 2000 ребят из регионов России и 13 стран. Они познакомились с достижениями в области культуры и искусства, представили экспертам свои творческие проекты. Якутская делегация – это 10 школьников из разных районов республики. Все они победители и лауреаты престижных конкурсов. Сюда я попала благодаря моей победе в международном конкурсе от Института современных искусств. Это был конкурс, театральный конкурс, и мне нужно было рассказать про любую легенду, главное, что не авторскую. Я рассказала про легенду нашей республики, про Олонхо, и сыграла на хамусе. Форум проходил во 2-й раз, и, по мнению экспертов, для детей это прекрасная возможность еще больше погрузиться в творческий процесс и определиться, хотят ли они и дальше посвящать свою жизнь искусству. Те дети, которые были в прошлом году, за год они уже стали лауреатами 2 или 3 международных конкурсов. Значит, у нас с прошлым годом они цели были достигнуты. В прошлом году у нас 7 детей с делегацией, которые приезжали на форум, 2 детей уже поступили по своему направлению. Это Высшая школа музыки поступила и Красноярское художественное училище. Одно из главных мероприятий форума – это встреча с министром культуры России. Дети смогли задать Ольге Любимовой свои вопросы и получить на них не детские, серьезные ответы. И судя по этой встрече, желание развиваться творчески у подрастающего поколения хоть отбавляй. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Москва. Август – это финальный аккорд летней симфонии. Последняя пора отпусков, сбора урожая, сладких ягод и легкой одежды. Ровно 17 дней осталось до завершения летнего месяца. Сегодня мы хотим вам рассказать про людей, чья романтика согревает наши сердца, чьи голоса будоражат наши души, когда мы прогуливаемся по улицам города. Это уличные музыканты. Наташа на улицах столицы поет уже 3-й год. Впервые в руки гитару взяла лишь в 2018 году. Получается, музыкой занимаюсь я с 2018 года где-то. Это когда впервые Дом музыкантов открылся. Был, музыкальный лагерь, где можно было играть на рок-концертах и, получается, собирать группу музыкальную. И там я записалась на гитару и вокал. Там впервые собрала свою группу, написала авторскую песню, и вот с того момента, получается, выступала на различных фестивалях, концертах, например, в кафешках там. Теперь она вместе со своими друзьями поет на площадях и улицах Якутска. Наташа говорит, что в основном поет для себя, и тем, кому нравится, они просто подходят и охотно начинают подпевать. Я чисто пою для себя, потому что нравится петь, а так на концертах выступаю, потому что людям нравится, слушать песни, и получается, что я что-то даю людям, что их заставляет радоваться.
Если в 2018 году Наташа впервые взяла в руку гитару, то Елена Березовская в тот год уже вышла на площадь со своей скрипкой. Вышла на улицу я в 2018 году, если не ошибаюсь. Это была спонтанная идея, просто хотелось чего-то нового. Я на тот момент сменила работу с виртуозов Якутии на филармонию и почувствовала больше свободного времени, и мне хотелось делать что-то свое. Вначале, как вспоминает Елена, ее выступление не все приняли однозначно. Кому-то нравилось, кому-то нет. Даже были жалобы. Когда мы играли возле домов, допустим, маленькая Венеция, там, я уже играла одна, были жалобы, конечно, от жильцов, что там дети спят громко. Но, как отмечают девушки, в основном, конечно, только положительные эмоции. Я к этому отношусь прекрасно. Мне кажется, это их творчество, которое они показывают, и это очень классно. Они его развивают, и, в принципе, это прям вообще превосходно. Как они поют и все такое. Я отношусь положительно. Это круто. И можно посидеть, заняться этим, посмотреть на так, как они играют. Мне очень нравится то, что у нас в городе выступают музыканты. Это красиво, и другие люди могут тоже хотеть научиться играть на музыкальных инструментах. Как отмечают музыканты, таким способом особо не зарабатывают. Но бывают моменты, когда можно бартером организовать себе, например, ужин или какой-нибудь перекус. Там зависит, в общем, от места, где стоите обычно. Например, могут позвать в кафешку выступать, и там могут по депозиту, за еду, например, можно выступить. А если на улице, то примерно рублей 500 можно собрать. И это действительно не главное. Каждый из них своим творчеством хочет привить любовь к прекрасному, к искусству, а самим музыкантам помогает самоутвердиться, научиться выступать перед публикой. Я хотела, чтобы люди чаще это слушали, в общем. И таким образом получилось популяризировать более классику, потому что людям стало интереснее, допустим, она может современную сыграть, а как, звучит настоящая классика тоже, вот такое. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Быть привлекательной и реализованной в любом возрасте. Этому посвящен новый телепроект, который скоро выйдет в эфир на нашем телеканале, уже буквально 20 августа. Съемки женской мотивационной программы под названием «Я» завершились в Алданском районе. Кто принял в ней участие и как преображались, какой опыт полезный для себя получили героини проекта, мы расскажем далее. Самые обычные женщины, живущие в самом обычном городе в Якутии, стали участницами нового проекта. Пенсионерка Любовь – веселая, активная и позитивная женщина. Как сама призналась, всю жизнь борется с лишним весом. И советы приглашенных специалистов, нутрициолога Юлии Заболоцкой-Избековой и персонального тренера Сардана Осиповой оказались как нельзя кстати. Ой, непередаваемые. Я просто ее полюбила. Она такая молодец, она меня хвалила, она рассказала мне, что нужно мне кушать, что я не доедаю, что я не допиваю. Вот. И оказывается, то, что мне раньше говорили все эти диетологи, это все ерунда. А вот я ей больше поверила. Я от нее просто в восторге. Многодетную маму Елену, которая почти 13 лет сидела по уходу за детьми, волнует, как решиться после такого перерыва выйти на работу и наладить правильное общение с будущими коллегами. В этом ей помогла психолог Ксения Ивашковская. Для некоторых героинь общение с психологом стало непростым испытанием. Но именно такой разговор, как считают участницы, нужен любой женщине для того, чтобы полюбить себя и уделять себе внимание. Наши приглашенные эксперты как раз учат наших героинь, как правильно за собой ухаживать, как заниматься спортом. И, думаю, эти советы будут полезны не только нашим героиням, но и всем телезрителям, которые будут смотреть наш телепроект. А выглядеть стильно и привлекательно участниц проекта учили стилист Дора Николаева и визажист Кристина Соколова-Сергеева. Помимо полезных советов специалистов, каждая из участниц получила еще и возможность осуществить свою давнюю мечту, преодолев свои страхи при помощи проекта.
Еще одним приятным бонусом стала индивидуальная фотосессия от самого востребованного фотографа Якутска Сергея Шарина-Сеги. Первый выпуск телепроекта «Я» смотрите в предстоящее воскресенье на телеканале «Якутия-24». Владимир Павлов, Александр Маркин, Евгений Байдин, Ренат Нахиев, Томот, Алданский район. Ну что, дорогие друзья, я думаю, будет очень интересный проект. Напомню, что с 20 августа стартует на телеканале «Якутия-24», поэтому не упустите. Да, этот первый самый выпуск пройдет в это воскресенье. Но сейчас, я думаю, самое время повторить, узнать, какая погода за окном, прежде чем выйти на рабочий день. Итак, в центральных районах республики температура воздуха была на 6 часов утра плюс 15, плюс 17 градусов. В заречной группе районов 14-15. В южных плюс 13, плюс 14 градусов. В Вилюйской группе районов от 13 до 16 градусов выше нуля. В Нижнеленских плюс 11, плюс 14. В западных 13-16. В Колымо-Индигирской группе плюс 7, плюс 16. В Янских 9-10 градусов. На северо-западе республики плюс 7, плюс 10. Сегодня днем в городе Якутске небольшой дождь, дым, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. На этом наш эфир подходит к концу. Мы всем желаем плодотворного дня и отличной недели. Увидимся завтра.